Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Чего вы совсем не ждете, но что точно с вами случится. Неожиданные события в вашей жизни. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на неожиданность и обязательно загадайте свой срок. И пусть нужная информация вас обязательно найдет. Также всех вас, мои дорогие и любимые, спешу сердечно поблагодарить за то, что вы выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, я прошу высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы и пошлите самую важную, нужную и полезную информацию. Так, чего же вы не ждете, но что точно случится? Итак, мои хорошие, чего же вы не ждете, но что точно произойдет? Не ждете вы какого-то письма. Это может быть как и бумажное письмо, да, в конверте придет, а у кого-то отыграется, что это письмо электронное. Письмо, в котором что-то очень и очень хорошее будет написано. Как возможность, как шанс, либо как хотят для вас что-то сделать, вам что-то дать, отдать, что вы имеете на что-то право. Письмо, с которым вы будете ходить с вот такими огромными светящимися глазами, еще кому-то будете показывать, и вам будут говорить: о, это тебе так повезло, да. Письмо, которое поднимет вам настроение, письмо, которое очень многое поменяет для вас. По крайней мере, в вашем состоянии, в вашем настроении очень многое поменяется. Вы даже лучше будете спать, либо засыпать с улыбкой, да, потому что такое хорошее письмо я получил, либо получила. Письмо очень классное. Дальше, мои хорошие, не ждете вы, что к вам кто-то приедет. Приедет человек, который когда-то вам обещал, но очень много времени прошло. Может быть, это кто-то из родственников, может быть, кто-то из друзей, может быть, просто какой-то знакомый, который сказал, что вот я приеду к тебе. И вы такая: угу, да, ждали, никто не приехал. И тут на тебе, да, с бухты-барахты приезжает человек и говорит: ну вот, встречай, я же обещала. Если честно, вы сначала растеряетесь, потому что что делать, да, что делать? Надо готовиться, надо там стол накрывать, либо нужно как-то этого человека там встречать, развлекать. А потом, когда человек появится, вот когда вы уже встретитесь, вы прям расслабитесь, потому что человек такой теплый, такой нежный, такой заботливый, прям себя как будто бы в гостях почувствуете, как местами поменяетесь. Уж не знаю, кто к вам едет, женщина либо мужчина, опять же, вы разные, меня и мужчины, и женщины смотрят, но эта встреча, она прям как добром наполненная. Заботой, лаской, каким-то уютом, знаете, вот прям веет уютом. Вам очень комфортно будет с этим человеком. Если, девочки, это какой-то поклонник из другого города, либо из другой страны, то вы с этим человеком прям все на свете забудете. Так вам будет хорошо, так классно время будете проводить. Если это какая-то подруга, либо кто-то из родственников, прям и по магазинам пойдете, и развлекаться будете. У вас жизнь просто вот на 180 меняется в сторону яркости, света, развлечений, удовольствий по сравнению с тем, что было до. То есть, возможно, вы жили достаточно скучно, размеренно, ничего такого интересного не происходило. Ну вот как бы сама же не пойдешь по торговому центру гулять, либо там в цирк, либо в зоопарк, сама не пойдешь. А когда вас двое, то и весело, и интересно, и прям болтать будете, и развлекаться будете. И вот прям почувствуете, как вам вместе хорошо. Так, еще не ждете вы, что вам с какими-то препятствиями придется столкнуться. Причем препятствия, они как будто бы вот из ниоткуда появляются. Возможно, вы считали, что что-то можно легко сделать, либо что-то легко получить, там чего-то добиться. Может быть, вам кто-то говорил, что там типа не переживай, все будет легко, там никаких подводных камней нет, да, просто бери и делай. Но я вижу препятствия. Здесь не одно препятствие, здесь два препятствия. Но, опять же, бояться вам не надо, просто это такая неожиданность, немножко неприятная. С другой стороны, если вам
необходимо что-то сделать, либо чего-то добиться, просто делайте то, что должно. Переходите эти препятствия и получайте свой результат. Вас, скорее всего, не буду говорить, что обманули, скорее всего, ввели в заблуждение. Либо вы сами не разобрались в теме, и вам казалось, что вот достаточно просто там заявление написать, да? Либо достаточно просто прийти. Окажется, что нужно будет какие-то документы собрать, что нужно там оплату какую-то внести или еще что-то сделать, там, может, доказать что-то. Это не страшно, это не криминально, но что есть, то есть, да? Как два препятствия. Небольшие, но они есть. И еще, мои хорошие, у кого-то из вас, вот вы совершенно не ждете, что в семье, в доме деньги появятся. Уж не знаю, что за жизнь у вас. Может быть, у вас там все строго рассчитано, прописано, там, что на кредит, что на оплату коммуналки, что на еду, что на покупки, да, вот как-то у вас там бюджет, строгий бюджет. А тут у вас как излишек появляется, денежный излишек. Может быть, вам родственники денег подкинут, может быть, вы, допустим, да, какую-то премию получите, либо ваш партнер премию получит. А может быть, даже какой-то денежный приз, я не знаю, розыгрыш, выигрыш у кого-то идет. Как лишние деньги появятся. С одной стороны, это очень классно, да, это приятно, когда лишние деньги. Но с другой стороны, эти деньги, особенно если вы в семье проживаете, могут стать камнем преткновения. Потому что, допустим, у жены один взгляд на то, как деньги нужно потратить, а у мужа совершенно другой взгляд, другие предпочтения. Мои хорошие, здесь вам либо нужно будет договариваться, либо эти деньги просто отложить до лучших времен, да, на отдых себе отложить, либо на покупку чего-то важного, ценного там, в дом. Как-нибудь там решите этот вопрос, но лишние деньги у вас точно появятся. Именно в тот срок, который вы загадали. Дальше, мои хорошие, показано, что за вами кто-то начнет ухаживать. Причем ухаживать очень красиво, ярко, романтично. И человек максимально попытается на вас произвести впечатление. Впечатление платежеспособного, впечатление там, серьезного, ответственного. И человека, которому можно довериться. Даже если вы не хотите менять свою личную жизнь, либо если вы не заинтересованы в новых отношениях, устоять будет очень сильно сложно. Очень сильно сложно. Причем мужчина и женщина одинаково идет предсказание. За женщиной будет ухаживать мужчина, а за мужчиной будет ухаживать женщина. Прям будет стараться ему понравиться, не знаю, там подкармливать начнет его куда-то звать, приглашать, да, может что-то ему подарит, купит. Прям ухаживают, за вами ухаживают. И вы себя чувствуете очень ценным, важным человеком. У вас самооценочка очень сильно растет. И вы понимаете, что вот человек хороший вам попался, да. Если вы в паре в браке, то это, конечно, проблема. Проблема в том, что, треугольник образуется. Если вы сами по себе абсолютно независимы и свободны, то ваша личная жизнь заиграет новыми красками. В прямом смысле этого слова, да, вот прям все меняется, интересно. Вы чувствуете, что человек в вас влюблен, вы чувствуете, что вы кому-то нужны, да, вот прям совершенно все будет по-другому. Но ухаживания у вас прям слева вышли. Слева это такая неожиданность, это такой для вас сюрприз. Но с другой стороны, если вы красивая женщина, либо красивый мужчина, почему бы и нет? Да, будут за вами ухаживать. Дальше. Здесь вот кто у меня искал работу, очень много вакансий показано. Причем вакансий, может быть, не совсем то, что вы искали, может быть, даже не в той сфере, в которой вы искали. Но вакансии очень хорошие, очень славные, очень такие, знаете, денежные, я бы даже сказала, и также очень перспективные. Если вы действительно хотите карьерно расти, развиваться, вы хотите выходить на эту карьерную лестницу, то, возможно, вам следует воспользоваться этим моментом. Даже если это не ваша специфика, не ваш опыт, но тем не менее вас будут звать, либо будут готовы там с руками и ногами вас забрать. Какие-то вакансии мне идут. Вот как несколько вакансий, которые вас особо заинтересуют, либо там будут прям звать: приходите, пожалуйста, приходите, поработайте с нами, на нас поработайте.
Вот, может быть, даже не для вас, а, например, для вашего близкого человека. Если вы там дома, вы домохозяйка, да, у вас муж там работает, и работа такая себе не очень, вот, то появится прекрасный шанс все изменить, да, устроиться на хорошую работу и вот от жизни получать самое лучшее. Много вакансий. Такое впечатление, что в каких-то сферах, да, либо в каких-то отраслях прям какая-то острая нехватка сотрудников. И там не будет какого-то особого конкурсного отбора, да, не нужно там соответствовать, а просто нужно иметь руки, ноги и голову, да. Любого могут взять без каких-то доп. Условий и готовы щедро платить. Но это хорошая возможность, которую просто нельзя упускать. Мониторьте, если вы заинтересованы в смене работы, если вы заинтересованы в высоких заработках, в карьерном росте, просто мониторьте рынок труда, да, что происходит с предложениями по поводу трудоустройства. Там вот как 2-3 сферы, они просто вот кипят, да, сотрудники нужны. Готовы кого угодно брать и на очень хорошую оплату. Так, еще, мои хорошие, здесь показан человек, который вам протягивает руку. Человек то ли подружиться с вами хочет, то ли как-то повзаимодействовать. Вы этому человеку очень нужны. Нужны в плане там, знаний, навыков, нужны в плане коммуникации, нужны в плане, я не знаю, просто там с вами пообщаться, обсудить что-то. Человек, который на вас очень не похож, вы разные, возможно, даже вы как к разным, к разным мирам принадлежите, да, ну, в плане там человек может быть иностранец, допустим, да, другая культура, человек может быть там намного старше по возрасту, человек может быть более состоятельный, либо намного состоятельнее, чем вы в плане там, финансовых возможностей. Если честно, вас это будет напрягать, потому что непонятно, да, что этому человеку от меня надо. Скорее всего, вы не раз этого человека видели, но никогда не видели, чтобы этот человек вами интересовался. А тут на тебе, да, прям тянется, руки вам протягивает, зазывает, приглашает, там, говорит, пойдем в кафе, я там угощу тебя. Либо, если это ваш начальник, либо начальница, там, зовет к себе в кабинет, давай там поговорим. Как-то будет немножко не по себе. Будете во всем этом искать подвох. А я вам так скажу, подвоха я не вижу. Я вижу нечто другое. Вы этому человеку кажетесь самой... Даже не просто кажетесь, человек вас воспринимает как самую честную, либо самого честного, доброго из всех, кого он знает. И этому человеку очень не хватает человеческого тепла, настоящего тепла. Не хватает честных людей рядом и не хватает людей прямых, вот как вы, да, когда вы правду говорите в лицо. Не заискиваете, не лукавите, не лицемерите. Вы всегда говорите как есть. И получается, да, что это дефицит на самом деле. Да, не так-то много таких людей, как вы. Вот поэтому к вам потянутся. Начальник потянется, либо какой-то иностранец, иностранка, либо кто-то богатенький, да, вот прямо потянется к вам. В принципе, с правой стороны, по идее, это вам на пользу пойдет. Там уж сами смотрите. Дальше у вас восьмерка. Восьмерка — это работа. На работе какие-то идут изменения, трансформации, что-то будет меняться, кто-то будет уходить, а кто-то будет приходить. Как новая кровь, да, молодая кровь придет. Либо какие-то люди, которые уже особо и не работали, либо не выполняли свои должностные обязанности, вот будете их провожать. Скорее всего, провожать на заслуженный отдых, либо люди попадут под сокращение, допустим, да. Если человеку уже пора отдыхать, а он этого никак не поймет. Бывают, конечно, ситуации, когда человек прям работает, до последнего работает, там, молодежь обучает. Это, конечно, похвально, это замечательно. Когда человек просто приходит от нечего делать и ничего не делает, да, это как бы совсем не то. Вот я вижу, что из-за этих изменений вам как-то легче и приятнее будет ходить на работу. Вам это будет нравиться. То есть интерес какой-то появится. Может, какие-то интересные новые сотрудники придут. Либо вот эти вот, которые там засиделись, да, кровь со всех пили, уйдут, и вот приятно будет просто ходить на работу. Может, начальство у вас поменяется на работе. Интересно. Мне идет, что интересно и приятно ходить на работу, либо посещать рабочее место.
Дальше, мои хорошие, вы совершенно не ждете, что кто-то признает вашу силу, вашу правоту. Может быть, это какой-то конкурент, конкурентка. То есть человек перед вами, ну, буквально снимает шляпу и говорит: ты оказалась сильнее, да, либо ты оказался сильнее, ты лучше, ты лучшая. Если честно, вы прям растеряетесь. Судя по этой картинке, у вас даже такие мысли, что это какой-то подвох, что вас хотят обмануть, ну, либо это какая-то замануха. На самом деле это правда. Перед вами ваш оппонент, назовем это так, конкурент, оппонент, снимет шляпу. Причем это будет как-то еще сделано при свидетелях, да, там будут какие-то свидетели. И человек вот прям признает, говорит: ты лучше, чем я. Либо, ну что, я умываю руки, да, я сдаюсь, потому что я ничего не могу сделать, ты сильнее оказался сильней. Человек честно вам об этом скажет. И даже еще какие-то, может быть, там дополнительные слова, там, ну, типа так держать, ты для меня пример, да, либо ты мне там место мое указала. Ну, как-то так пойдет, очень интересно. Действительно, человек понимает, что вы лучше, либо вы лучший, и что дальше сопротивление, либо борьба абсолютно бесполезны. Так, еще какой-то негативщик вышел. Негативщик, который переобувается на лету. Человек, который вечно там: о, я самый больной, я самая больная, все так плохо, все так ужасно, я болею, там, ухаживайте за мной, там, уважайте, цените, на руках носите, там, нянчите меня. Человек переобувается вплоть до того, что такой прям самостоятельный, либо самостоятельная какую-то нагрузку на себя принимает, либо каким-то спортом занимается, либо в одиночку там целый огород перепахал, да, и все таки в шоке, как так. Еще вчера ты собирался в эту умиральную яму ползти, кричал на весь свет, что вот там считанные минуты остались, а тут ты такие вот эти нормативы сдаешь, да, трудовые нормативы. Ну, человек сам себя обнаружит, да, все поймут, что человек обманывал, что человек вполне себя комфортно чувствует, что симптомы и заболевания уж слишком преувеличены, да, что человек просто паникер, либо человек таким образом привлекал к себе дополнительное внимание. Вот. Я не могу сказать, что человек абсолютно здоров, но явно тут были максимальные преувеличения, да, человек еще ого-го, да, там силы, запас прочности еще какой. Вот. С одной стороны, вы рады за этого человека, да, что сила есть, да, что здоровье еще позволяет. А с другой стороны, как-то прям обидно. Обидно, что человек так долго спекулировал на вопросе своего здоровья. Вы ведь переживали, вы ведь волновались, вам ведь страшно было, да, по поводу этого человека. А вдруг что случится, а вдруг там то, сё. Ну, какое-то такое интересное действие. Ну, может быть, действительно, вам нужно это все узнать, чтобы вы близко к сердцу не принимали и чтобы не чувствовали себя привязанной к этому человеку, да, как-то так идет. Ну вот все раскроется, все раскроется. И причем не просто там на словах раскроется, это по факту раскроется, потому что человек там пошел, я не знаю, к марафону присоединился, еще и выиграл его, либо действительно там весь огород перелопатил. То есть, как бы, ну, больной человек навряд ли это будет делать, а тут прям все четко. Дальше. Какое-то время вам будет дано. Скорее всего, вы думаете, что вы куда-то не успели, либо у вас уже что-то не получилось, там время вышло, да, закончилось. Но с удивлением узнаете, что времени еще вполне себе прилично, да, достаточно на то, чтобы все сделать. Может быть, это касается оформления чего-то, там, документов, либо оформления каких-то льгот. Может быть, участие в какой-то программе, да? Времени предостаточно. Вот. Вы можете все успеть, вы можете все сделать. Дальше какие-то цветы показаны. Но тут именно как цветы, что-то зацветет. Может быть, вы впервые столкнетесь с этим растением. Либо для вас будет удивительно, что там цветение, там повторное цветение. Что-то будет цвести, красиво цвести, необычно. У вас вот прям восторг. Вы такая: ой, как красиво, да. Может, у вас какой-то экзотический цветочек дома, и он вот раз и расцветет. Прям так будете восхищаться. Такой красивый цветок, такое красивое цветение. Еще цветы очень часто показывают праздники.
Может быть, вас пригласят на какое-то очень тематическое, уникальное, незабываемое мероприятие. Будете ходить и всему удивляться, да, очень необычная какая-то атмосфера. Так, еще неожиданным для вас будет какая-то находка. Находка, которую вы сделаете, скорее всего, либо на даче, либо у себя дома. Может, кладовку будете перебирать, там, либо лоджию разбирать. Может, у кого-то на балконе, у кого-то действительно на даче. Что-то такое найдете, что как перевернет ваше сознание, что ли. Может, какие-то письма, может, какие-то документы. Может, заначку чью-то найдете, может, украшения какие-то найдете. Что-то вы найдете. Вы все разные, у каждого будет по-своему. Но будете очень довольны. Угу, да, будете очень довольны. И я вам так скажу, эта находка, это не просто находка. Для вас эта находка как добрый знак. Смотрите, скорее всего, вы о чем-то думаете, либо вы на что-то надеетесь, вы за что-то переживаете, да? Вы будете выполнять эту работу, вы будете думать свои мысли, и вот то, о чем вы думаете, для вас закончится положительно, потому что эта находка, которую вы сделаете, она это подтверждает. Ну, буквально вам ангелы знак посылают, да? Вот не потеряли, а нашли, значит, вам это в плюс пойдет, либо ситуация для вас максимально положительно закончится. Мне вот идет, что вы о чем-то думаете, переживаете, какие-то мысли негативные, либо слишком такие, знаете, разорванные в плане того, что ой, так хочется, но скорее всего не будет. Эта находка, она вам идет именно как знак того, что все будет хорошо. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.